грустит. Домой, в общем, ушли не только радостные, но и с лично написанной картиной. Вот такая она, арт-терапия. Кристина Каширина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше, получите вакцину. Всего доброго и удачных вам выходных. Его не было в телеэфире 1,5 года, но он вернется. В субботу на РЕН-ТВ, чтобы сделать лучшее шоу в своей жизни. Он разрежет на куски, приправит острым, научит удивлять. Многие даже и не берутся за такие блюда. Но вы не представляете себе, насколько все просто. Я покажу. Кулинар Сталик Ханкишиев о вкусной и здоровой пище. Точите ножи. Ушли с маршрута. Что делать, если вы заблудились на машине? Как аптечка поможет найти нужную дорогу и почему установка видеорегистратора может стать вопросом жизни и смерти? Поставив перед собой, вот тебе дорога назад. Дешевый сыр не только в мышеловке, но и в магазинах. Как по внешнему виду отличить натуральный продукт от химии? И кому жаловаться на просрочку в супермаркетах? Самое полезное утро. Новые серии. Завтра в 9:15 на РЕН-ТВ. Каждое событие имеет причины и последствия. У каждого преступления есть имя и фамилия. Неожиданных катастроф не существует. Детали иногда важнее события, а громкие заявления не стоит воспринимать буквально. Есть дешевые ценности, есть просроченные новости, а самое важное, иногда никто не замечает. И наша с вами задача проста — понять, что, собственно, происходит с точки зрения нормального человека. В воскресенье в 11 вечера на РЕН-ТВ. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав команды на чемпионат Европы. Этот список состоит из 26 игроков. В него вошли вратари Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин. Защитники Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов и Андрей Семенов. Полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Джамаледдинов, Александр Головин, Данил Фомин, Роман Зобнин, Максим Мухин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Аздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук и Денис Черышев. Нападающие Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев. Напомним, чемпионат Европы стартует 11 июня. Россияне на групповом этапе выступят в квартете «Б» вместе с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Волейболистки сборной России в 3 партиях проиграли команде Японии в матче 6-го тура предварительного этапа Лиги наций. Встреча прошла в Италии и завершилась со счетом 25-20, 25-21 и 25-21. Для россиянок это поражение стало вторым к ряду. Ранее они также в 3 сетах уступили бразильянкам. После 6 матчей российская команда занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 3 победы. Японки идут на 2-й строке, выиграв в 5 встречах. Напомним, на предварительной стадии команды сыграют по 15 матчей, по итогам которых 4 коллектива с наилучшими показателями продолжат борьбу за медали в стадии плей-офф. Баскетболисты Бруклина дома со счетом 123-109 одержали победу над Бостоном в 5-м матче серии первого раунда плей-офф НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 10 подборов и 10 передач. У гостей самым точным был форвард Джейсон Тейтум, на его счету 32 очка. Бруклин выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. Команда вышла во 2-й раунд, где сойдется с Милуоки, который в своей серии со счетом 4-0 победил Майами. Россиянин Данил Медведев выиграл у американца Томми Пола в матче 2-го круга открытого чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 3-6, 6-1, 6-4, 6-3 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под 2-м номером. В 3-м круге он сыграет с еще одним представителем США Рейли Апелкой. В данный момент Медведев занимает 2-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, имея в активе 10 титулов ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является
на выход в финал. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне стали призерами открытого Кубка Крыма по греко-римской борьбе. Турнир, участие в котором приняли 73 спортсмена, прошел в Алуште. В весовой категории до 63 килограмм. Третье место занял представитель якутской школы борьбы Федор Устинов. Также на третью ступень пьедестала взошел Андрей Слепцов, выступавший в весе до 130 килограмм. Отметим, что оба якутянина являются студентами училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Нападающий якутского футбольного клуба «Арктика» Арсен Лыткин номинирован на звание лучшего игрока первого тура Дальневосточной юношеской лиги. В стартовой игре турнира против Белогорца из Белогорска Лыткин отличился одним результативным ударом. Напомним, данная встреча прошла в Якутске на стадионе Туймада и завершилась со счетом 2-0. Итоги голосования будут подведены в ближайшие дни. Во втором же туре юношеской лиги «Арктика» отправится в Петропавловск-Камчатский, где сыграет с местным «Вулканом». Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! История написана кровью. Некоторые страницы вырваны с мясом. Часто приходится резать по-живому, сшивать разрозненные фрагменты, чтобы связать между собой факты, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Только так можно восстановить истинный ход событий. Когда нужно препарировать историю, зовут специалиста. Неизвестная история с Борисом Рыжовым. В понедельник в 23:30 на РЕН-ТВ. Только на РЕН-ТВ. Эксперименты с риском для жизни. Повторять опасно. Смотреть обязательно. А теперь давайте подойдем к этому вопросу с точки зрения физики. Взорвем ваше представление о мире и заберем главные богатства природы. Экстремально-познавательное шоу «Знаете ли вы что?». Каждый вторник в 23:30 на РЕН-ТВ. Совбез с Михаилом Кокляевым. В субботу в 13:15 на РЕН-ТВ. 33. Атмосферное давление в пределах нормы. 745 миллиметров ртутного столба. Марта 2021 года. Стокгольм, Швеция.